На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов и защиты национальных интересов кандидаты в президенты Абхазии Адгур Арцинба и Бадра Гунба подписали соглашение. Ко Дню защитника Отечества в Музее боевой славы в Сухуми открылась экспозиция, посвященная Крымской весне, событиям на Донбассе и специальной военной операции. 151 год патриарху. 21 февраля – день рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. 21 февраля кандидаты в президенты Абхазии Бадра Гунба и Адгур Арцинба после более чем 4-часовых переговоров на госдаче в Сухуми подписали соглашение. В документе говорится: мы, ниже подписавшиеся кандидаты на пост президента Республики Абхазия, в целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов и защиты национальных интересов, исходим из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее. Он принимает решение, каким оно будет. Мнение народа Абхазии превыше всего. Мы заключаем настоящее соглашение и обязуемся соблюдать следующие положения. Первое. Мы являемся патриотами Абхазии, и благо народа является нашей высшей целью. Различие заключается только в пути достижения этой цели. Только абхазский народ должен определить, по какому пути мы пойдем. Мы особо подчеркиваем, что в абхазском обществе существует незыблемый консенсус относительно суверенитета Абхазии и дальнейшего укрепления равноправных и союзнических отношений с Россией. И никто из кандидатов в президенты не является сторонником или представителем каких-либо третьих сил. Второе. Мы обязуемся препятствовать использованию черного пиара, клеветы и дискредитации в отношении оппонентов в течение всего избирательного процесса, основывая свою предвыборную кампанию исключительно на честной конкуренции, программах и идеях. Мы решительно осуждаем попытки разжигания межнациональной розни многонационального народа Абхазии. Третье. Мы обращаемся ко всем внешним и внутренним СМИ и журналистам, освещающим ход избирательной кампании в Абхазии. Нет никаких оснований к нагнетанию обстановки и развешиванию ярлыков, давая оценку абхазским общественным и политическим деятелям и тем более кандидатам в президенты Абхазии. Такая риторика имеет негативные последствия и может привести только к дестабилизации ситуации внутри страны. Выборы президента Абхазии – это исключительно вопрос абхазского народа. Четвертое. Мы принимаем результаты выборов при условии их проведения в строгом соответствии с законодательством Абхазии, международными стандартами и принципами справедливости, а также при наличии объективного подтверждения их легитимности. Пятое. Мы обязуемся не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране, как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов. Мы обращаемся ко всему народу Абхазии, к нашим сторонникам с призывом не поддаваться на провокации, в том числе направленные на межнациональную рознь. Шестое. Мы обязуемся не использовать административный ресурс, в том числе государственные средства массовой информации для достижения политических целей в ходе избирательной кампании и подтверждаем свою приверженность к соглашению от 19 ноября 2024 года и распространяем его действие вплоть до 2 марта 2025 года. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до завершения выборного процесса, включая период после оглашения результатов. После переговоров и подписания соглашения кандидаты дали комментарии для Абаза ТВ и Абхазской государственной телерадиокомпании. Подписали соглашение, в рамках которого рассчитываем стабилизировать политическую ситуацию и довести выборный процесс в нормальном русле, чтобы не было никаких столкновений. Для нас самая главная цель – это сохранение стабильности. И выбор абхазского народа – это самая главная наша цель, чтобы этому выбору ничего не препятствовало. В этом соглашении мы отразили, на наш взгляд, все вопросы, которые сегодня на повестке. Я думаю, что когда вы ознакомитесь с текстом, вы сможете уже более подробно понять, о чем идет речь. Мы сегодня еще раз в рамках нашей встречи обсудили те актуальные вопросы, которые беспокоят наше общество на протяжении всей предвыборной кампании. И, конечно же, самое главное, народ Абхазии должен самостоятельно определить свое будущее по итогам голосования во втором туре президента Республики Абхазия. В этом смысле мы нацелены на стабилизацию обстановки, на
улучшение взаимоотношений между штабами. И я уверен, что все эти усилия принесут нам, безусловно, безопасность и спокойствие для граждан нашей страны. Я, пользуясь также случаем, хотел бы сказать о том, что действительно непростая предвыборная кампания, но мы должны поблагодарить наших соотечественников, за кого бы они не отдали свой голос. Каждый из них проявил свою гражданскую позицию, и голос каждого должен быть услышан. Именно народ определяет будущее нашей страны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников предвыборной кампании. Вы знаете, что по итогам голосования первого тура 3 наших коллег не попало во второй тур. Считаю, что каждый из тех, кто участвовал в этой предвыборной кампании, это патриоты страны, патриоты Абхазии, которые нацелены на улучшение качества жизни наших граждан. Может быть, вы могли бы в нескольких тезисах обозначить, в чем суть соглашения? Ну, давайте так сделаем. Тезисы, они обозначены, и каждый будет иметь возможность ознакомиться с этим документом. Ну, важно отметить, действительно, если говорить о тезисах, да, будет документ опубликован, и Бадра Зурабович, и Адгур Амиранович, и все кандидаты, которые принимали участие в выборном процессе, и этот момент зафиксирован в том документе, который мы подписали. Мы все являемся гражданами Республики Абхазия, ориентированы на интересы народа Абхазии. Да, у нас есть разные видения по достижению этих целей, но однозначно и четко мы можем здесь заявить о том, что в Абхазии нет никаких протурецких, прозападных или каких-то иных кандидатов и общественных деятелей. Это касается и Бадры Зурабовича, и Адгура Ардзенба, и других кандидатов, которые принимали участие в выборном процессе. Этот момент тоже отражен в этом соглашении. Я думаю, Бадр Зурабович тоже на эту тему добавит пару слов. Самое главное, еще раз повторюсь, все кандидаты — это те люди, которые переживают за свою страну, люди, которые нацелены на улучшение качества жизни граждан нашей страны, люди, которые известны нашему обществу. И в этом смысле, как мы отразили в документы, мы все патриоты, реализовываем то, что на благо нашей страны, безусловно, должно осуществляться. И мы нацелены на дальнейшую плодотворную работу в рамках реализации предвыборной кампании, чтобы наши граждане имели возможность спокойно проголосовать, чтобы не было никакого давления ни на одного гражданина нашей страны. Это самое главное. Спасибо. 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 Еще до подписания соглашения председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба от имени матерей, чьи сыновья и дочери погибли в Отечественной войне народа Абхазии, обратилась к кандидатам в президенты Абхазии Адгуру Ардзенба и Бадре Гунба. От имени матерей погибших сыновей и дочерей в Отечественной войне народа Абхазии обращаюсь к кандидатам в президенты Республики Абхазия Ардзенба Адгуру Амирановичу и Гунба Бадре Зурабовичу. Обеспокоенные сложной общественно-политической обстановкой в Абхазии, ради сохранения мира и стабильности и объединения нашего народа, помня, какую цену заплатил наш народ за свободу и независимость, беспокоясь за молодое подрастающее поколение и будущее нашего государства, призываю кандидатов в президенты взвешенно и спокойно, не поддаваясь на провокации, подойти к выборам. В случае победы одного из вас пусть другому будет предложен пост премьер-министра. Мы помним 2004 год, как соглашение между Сергеем Васильевичем Багапш и Раулем Джумковичем Хаджимба сняло политическое противостояние и отвело народ от серьезных столкновений. Нашему стратегическому союзнику и гаранту Российской Федерации прежде всего нужен мир и спокойствие в этом регионе. В 1992-1993 годах защитить нашу Родину от агрессора
было долгом и честью доблестных сыновей и дочерей Абхазии. Но они тем самым защитили границу России. Мы, многонациональный народ Абхазии, видим залог нашего успеха в братстве, единстве и взаимопонимании всех национальностей, проживающих в нашей стране. Абхазов, адыгов, армян, русских, греков, грузин, мигрелов, эстонцев и других. Обращаюсь к лидерам общественного мнения, к предвыборным штабам, к депутатам парламента, матерям и ветеранам войны поддержать это обращение. Аншадахун исшухойт, хажларича шмыргылан, харайлых тхамадзым, шиздеги хачкун шашоп. Ажур эйдышкалар штахызар, шевьехыр эйбытаны аус эйцыжву. Хажлар шрызхуцны, хапсад гел шейчаха, аттынчра каларсызы. В Музее боевой славы в Сухуми открылась экспозиция, посвященная Крымской весне, событиям на Донбассе и специальной военной операции России в Украине. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и 3-й годовщине начала СВО. Слово Марьяне Котовой. Стяг Александра Захарченко с его ликом, это привез лично сын Сергей Захарченко, передал, подарил музею боевой славы 6 мая на День добровольцев в прошлом году. Гранатомет, значит, он с Авдеевки, эти плиты бронежилета спасли жизнь человеку, то есть его фактически расстреляли, он остался жив. Эти предметы и многие другие стали основой новой экспозиции Музея боевой славы, которая посвящена Крымской весне, событиям на Донбассе и специальной военной операции. Презентовал новый стенд в музее Вадим Мироненко. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить правду о войне. Эта экспозиция, вот мы с музеем Чиговной, с Музеем боевой славы ее открыли для того, чтобы в будущем потомки знали, что было, как Абхазия помогала Донбассу, что мы делали все это время. То есть с Крымской весны, здесь вот стоят участники Крымской весны, здесь есть люди, которые воевали на Донбассе 14-15 год, здесь есть ребята, которые были в 22 году. По его словам, все эти экспонаты были добыты прямо с поля боя. Доставить их с фронта в музей тоже было своего рода подвигом. Это наш товарищ, есть такой парень молодой, он всегда помогал восстанавливать памятники. Его зовут Виген, он армянин по национальности. Но при штурме Авдеевки он все это запихнул в мешок, который нам сюда приехал. И говорит, если я написал свое имя на вещмешке и сказал, если я погибну, вот этим именем передайте, чтобы было в музее в Абхазии. Слава Богу, он жив. Жив и здоров, и воюет по сегодняшний день. Среди экспонатов награды, которые учреждались прямо на фронте. Некоторыми из них наградили сегодня родственников погибших на Донбассе добровольцев из Абхазии. Как рассказала директор Музея боевой славы Мзея Бея, экспозиция со временем станет шире. Для сохранения исторической памяти и памяти погибших это очень важно. В будущем мы еще планируем собрать фотографии всех погибших на СВО с нашего Отечества и тоже здесь сделать выставку электронную и обычную. Низам Хапат, доброволец, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, отметил, что участие в СВО абхазских добровольцев как ничто другое укрепляет и подтверждает союзнические отношения Абхазии и России. وكعت جنوبها أبرت حشة رخاكورتي يحتربيد رشالة أبري سروبسي سبقزود أبري عيك شعترة در رشالة أبري حشياشو شياشو أم حراك ترقلتها خاش تركم زاد حريح خاش للزمخانجي. А глава Абхазской церкви, отец Виссарион, затронул вопрос о том, почему вообще воюют люди и есть ли шанс избежать кровопролития. Вся война идет от того, что каждый хочет иметь какие-то ресурсы, которые ему не принадлежат. Бог ему не давал эти ресурсы. Бог дал это абхазскому народу, там, русскому народу, там, другому. Но каждый хочет выйти за пределы своих ресурсов и пойти на захват чужой, ему не принадлежащее. Вот мы
Поэтому здесь собрались вокруг чего? Это все собрание, все, что мы видим. Это вокруг того, что вокруг защиты. Среди экспонатов музея и трофеи, которые бойцы, абхазские добровольцы сумели раздобыть на Донецком фронте. Теперь все это доступно для обозрения и в Абхазии. Марьяна Котова, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Печальная весть. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР. Его похоронят на родине в селе Верхняя Джурхуа Гудаутского района. Абхазия поддерживает Россию в период спецоперации. Добровольцы из республики участвуют в боях на Донбассе и других направлениях. Более 50 человек погибло с начала боевых действий. Продолжаем выпуск. 21 февраля – день рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулия. Сегодня в Сухуме, в сквере перед Абхазской государственной филармонией, состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя. Почтить память Гулия пришли исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, его первого вице-премьера Джансух Нанба, министра культуры Динара Смыр, сотрудники литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия, члены Союза писателей и Ассоциации писателей, представители творческой и научной интеллигенции, широкой общественности. А в Доме-музея Дмитрия Гулия состоялась презентация нового издания, посвященного жизни и творчеству народного поэта. Репортаж об этом событии в рубрике «Амчипч Ахтес» смотрите в нашем вечернем эфире. 21 февраля 1930 года в селе Ачандара Гудаутского района родился абхазский писатель, прозаик, публицист Алексей Джения. В этом году автору десятков повестей и рассказов исполнилось бы 95 лет. В нашем эфире смотрите также проект из архива Абаза ТВ, посвященный жизни и творчеству Алексея Джения. Открытие выставки «Память о мастере» Леварса Будба произошло в музее Банка Абхазии 21 февраля. Выставка посвящена 65-летию со дня рождения художника. Организаторы Союз художников Абхазии, Центральный выставочный зал, куратор экспозиции Эльвира Арсалия. Тему продолжат наши корреспонденты. Все эти работы Леварсы Будба сейчас находятся в частных коллекциях у друзей, родственников художника, а также меценатов и просто ценителей изобразительного искусства. Экспозиция в музее Банка Абхазии организована Союзом художников и ЦВЗ. Сейчас, пока нет центрального выставочного зала, музей Банка предоставил свою площадку. Начали с юбилея одного из главных абхазских художников современности. Для нас это очень почетно, мы гордимся этой нашей возможностью. Но в первую очередь, когда мы приходим сюда, символично, что это выставка нашего знаменитого художника Леварса Будба, это выставка из частных собраний. Мы должны, наверное, эта выставка дает нам возможности вспомнить и личности, которые нас объединяют, и помнить, что культура, есть вещи, которые нас, вспоминать надо вещи, которые нас объединяют. Прежде всего, это наша культура, общее историческое прошлое, люди, которые творили и образ Абхазии, ее историю. С этими мыслями, наверное, нам будет проще и ориентироваться в сегодняшнем дне, строить планы на будущее. Многим жителям Абхазии Леварса Будба запомнился по ярким образам Сухума, которому он посвятил множество своих работ. Столица нашей страны занимала особое место в жизни и творчестве художника. Сегодня с утра шел снег, и ничего не предвещало, что к открытию выставки будет солнце. Наверное, вообще все творчество Леварсы Будба, оно противопоставлено всегда другим событиям жизни, так скажем. Потому что тот свет, это энергия, это созидание, способность видеть прекрасное, независимо от разных обстоятельств жизни, мне кажется, это даже не стиль в творчестве, это какая-то жизненная философия, которая, конечно, была отражена в его творчестве. И
сегодня ему исполнилось бы 65 лет. Для нас, его коллег, друзей, это возможность собрать работы, которые большей частью находятся в Сухуми, в квартирах друзей, коллекционеров, знакомых. И, кстати, большое спасибо всем, кто сегодня предоставил. И прежде всего хочу сказать, здесь коллекция Гарант банка, очень интересная. И не буду перечислять всех, но тех, кто с удовольствием предоставил работы на выставку. Хотя эти работы мы видим раз в несколько лет на разных выставках, но вот мне кажется, его работы отличаются тем, что у них есть такой вот какой-то свой неисчерпаемый ресурс воздействия. Вы каждый раз проходите мимо этих работ и не думаете о том, что вы их видели. Вы, скорее всего, усиливаете какие-то точки соприкосновения с автором, с художником. И то, что Леварса сегодня является источником жизни, источником красоты, несмотря на то, что в его жизни были тоже разные периоды, и война, и послевоенный период, и борьба с болезнью, мне кажется, это очень важная жизненная позиция. Созидать, творить, радоваться жизни, понимая, что она не так проста. Картины Будбы сотканы из ярких пятен насыщенного цвета. Из этой мозаики проступают очертания предметного мира. Дома и башни Сухума, кипарисы, фонари, колонны. Так о нем говорили искусствоведы. أكذا أرسطان شيء يحاول عن يخاخ نجي خوش كسروك يخزر دقة زريحة برسطام شقة أبيتر نيقز شقية وشرزي وشتى يحزرقي جو مخيري بيتر أدوني يكفر خبران ذا يقزر حركة يور حركة الزجرة والشاور يخبر يا الزجر تتبر خير برد بيقو بيزبان زبرين غير شو حزبش يجران ليو بس بخدة الشجر بلقال واقف شو ده شكال يودو كلو تدلو كلو. При жизни в Сухуме Леварса Будба провел 4 персональные выставки. Работы его также выставлялись в России, Америке и ряде европейских стран. Леварсы Будба не стало в сентябре 2007 года. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. В нашей программе сегодня смотрите специальный проект «Очерк, изобретая Сухум», посвященный памяти Леварса Будба. J'écoute la musique, j'écoute la musique, je danse la danse, je danse la danse. Он изобретал Сухум заново, заливал грунт солнцем, он изображал детство и делал его вечным. Его кисть стала голосом разных поколений Сухума. Он – Леварса Будба. Родился 21 февраля 1960 года и большую часть своей жизни провел в абхазской столице, которую он называл «город-праздник», «город-фестиваль». Здесь он окончил художественную школу и училище. Здесь же сформировалось его творчество под влиянием городского ландшафта, теплого солнца, моря и окружающих его людей. Все наши разговоры рано или поздно выходят все равно на войну, потому что это потрясение, наверное, для каждого самое большое в жизни. И боль в сердце бывает еще от того, что вот выходишь на эту кофейню и помнишь многих ребят, которые до войны еще стояли рядом с тобой, выпивали кофе, шутили, смеялись там и так далее, занимались делами. Сегодня эти места пустуют, их просто сегодня нет. И кадры телевизионной хроники иногда, когда идут по телевизору, вот смотришь, этого нет, этого нет, этого нет, то есть это война коснулась, конечно, каждого.
Вспомнить Ливарсу Будба мы попросили одного из тех, кто его не забывает. Батал Джапоа познакомился с Ливарсой Будбой еще до войны. Говорит, что это один из самых увлеченных делом жизни людей. Но тут же поднимает важную проблему. А что сделано, чтобы поколения знали о Ливарсе Будба? Вот моего рассказа, десятков рассказов тоже не хватит. Потому что человек для того, чтобы понял, кто это, он должен знать его жизненный путь, биографию, да? С чем он столкнулся, через что прошел, как писал картины, знать сами картины. Должен знать или читать искусствоведческие статьи про этого человека. Вот из всего этого набора, то, что я сейчас тебе сказал, может быть, 1-2 части только сделано. Но ни альбома, ни каталога, ни полноценного там какого-нибудь жизнеописания его у нас нету. А про кого у нас есть? Тоже единицы. То есть то, чего сейчас мы занимаемся, в принципе, там ежегодно мы говорим о Ливарсе, это все очень такая, знаете, попытка удержать на плаву имя этого человека. И не только этого человека. Мы о многих художниках говорим, о многих друзьях говорим, которые не описаны. Как бы я чего ни рассказал, Элеонора, сегодня, сказать о человеке, когда мы не имеем о нем, как скажем, развернутого представления в виде его картин, в первую очередь. Это ни о чем разговор просто. Конечно, мы скажем, что да, Ливарс это был в первую очередь великолепный художник, ищущий, был великолепный друг, настоящий патриот, прекрасный семьянин, очень красивый человек, сам по себе внешне, обаятельнейший и так далее. Конечно, скажем, даже мало всего этого будет. Но пока нет базы, это вот пройдет передача, дай Бог, она у тебя сохранится, может, на вашем телевидении, дальше никуда, дальше информация о нем. Художник живет своими картинами, больше ничем. Ты сжег, все, нет художника, нет имен. По словам Батала Джапоа, Ливарса Будба работал безостановочно. В среднем в год он писал по 40 полотен. Это без учета графики. Большая их часть сегодня в частных коллекциях за пределами страны. Ливарсу Будба любили и тепло принимали московские ценители. Об этом периоде вспоминает директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Выставки Ливарсы проходили чаще всего там. Я видела несколько групповых выставок. Он участвовал, и я помню, что в выставках, которые в выставочном зале проводили, но больше всего мне запомнились его выставки, которые проходили в Москве, галерея Шазина. Наша общая подруга Шазина Агарба, она много лет работала с ним. И выставки Ливарсы в Москве, вот я как-то вспоминала в этой заснеженной Москве, они были совершенно фантастические. Я помню, вот я посетила одну из них, и вы знаете, кто-то из искусствоведов про него написал, что у Ливарсы грунт пропитанный солнцем, и поэтому вот этот магнетизм, свет, энергия в его работах, она сохранялась всегда, на мой взгляд. Если посмотреть работы в сложное военное время, в послевоенное время, тогда он сложно и тяжело боролся со своей болезнью. Он удерживал свой колорит, он удерживал свой оптимизм, и можно только предположить, какой внутренней силой надо обладать, чтобы держать этот удар и для многих и сегодня оставаться источником оптимизма. Очерк Элеоноры Гилаян «Изобретая Сухум», посвященный памяти Ливарса Будба, смотрите после выпуска новостей. 21 февраля в фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба открылась выставка «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма», организованная при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Подробности в репортаже Алисы Адлейба. Выставка «Два берега» – это творческий обмен, объединенный Черным морем и Южным светом. Здесь представлены работы как известных российских художников, так и молодых абхазских мастеров. Мероприятие стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры России и Абхазии. Здесь присутствуют работы молодых художников, которые заявили о себе. В рамках сотрудничества Министерства культуры Республики Абхазия
и Министерства культуры Российской Федерации выставочное направление является одним из приоритетных направлений. И мы в дальнейшем будем поддерживать молодых художников наших братских стран. Ученый-секретарь Российской галереи искусств Виктория Данилюк подчеркивает важность этой инициативы для культурного диалога между странами. Основным мероприятием станет большой межмузейный проект «Летом», который мы сейчас готовим. И для того, чтобы более глубоко подготовить именно те произведения, именно ту концепцию, которая будет здесь максимально хорошо принята, максимально интересна. После конференции все желающие смогли погрузиться в мир искусства, участвуя в увлекательной экскурсии по экспонатам. Здесь можно увидеть как крымские пейзажи с многовековой историей, так и современные картины. И выставка начинается с представления о месте. И это произведение Яны Пинчук «Тишина». И вы видите, за окном практически такая же тишина. Пошел легкий снег. И вот это ощущение от межсезонья, когда как раз-таки все туристы схлынули, это цветовое, очень деликатное соотношение. Оно дает не только представление о месте и атмосфере, но и о чувствах. Вот этот эмоциональный портрет межсезонья как раз-таки говорит о том берегу, где мы находимся сейчас. Мы также пообщались с абхазскими художниками, чьи работы представлены в экспозиции. Например, картина «Идаета дружба» изначально была создана в компьютерной графике, а затем перенесена на холст. Этот кропотливый процесс занял много времени, чтобы собрать идеи и представить зрителям завершенный образ. Я работаю на планшете, и мне хотелось что-то современное добавлять в наши будни. И вот так вот вышло, что поиски в интернете плюс наша молодежь вдохновила меня на создание этой работы. Знакомление с другими художниками с другой страны — это тоже очень полезно, потому что мы пишем в своем роде, как бы уже все привыкли к нашему письму, и как только пишут наши старшие, молодые. И когда приезжает кто-то новый и смотришь их работы, ты как глоток свежего воздуха, что-то можно у них взять, что-то использовать в своем. И обмен опыта очень полезен. Думаю, для нас всегда это было и будет. Студенты Сухумского художественного училища отмечают, что такие выставки вдохновляют их и помогают увидеть новые детали в искусстве. Мне очень нравится, здесь все очень красиво, очень интересно и много приятных эмоций получила. Даже какие-то техники сама бы хотела попробовать, допустим, пастелью, акварелью. Выставка «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма» продлится до 30 марта. Ее могут посетить все желающие. Алиса Адлиба, Инала Гуха, Абаза ТВ. С 23 по 25 февраля в Сухуме будет проходить уникальная передвижная выставка «Поезд Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Поезд Победы» является первой в мире иммерсионной инсталляцией в движущемся составе. Каждый вагон рассказывает отдельную историю, переплетая драматические события, исторические факты и человеческие судьбы. Специально к приезду в Абхазию оборудован нулевой вагон, в котором представлена мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной из Абхазии. Посетители узнают истории этих людей. Один из них — Алексей Икупович Ласурия, живущий в Сухуме и 10 февраля отметивший 100-летний юбилей. Полномочный представитель МИД Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к мемориалу павшим советским воинам, которая прошла в берлинском парке Тиргартен по случаю Дня защитника Отечества. Участники церемонии — посол России в Германии Сергей Нечаев, руководители ряда дипмиссий стран СНГ, представители Русской Православной Церкви, Церкви Московского Патриархата, ветераны и жители блокадного Ленинграда, прочие дипломаты стран-членов СНГ, БРИКС и стран глобального юга. Они возложили венки и цветы к мемориалу павшим советским воинам. В этот же день состоялся прием в посольстве Российской Федерации в Берлине, где прозвучала музыка Хиблы Амичба «Летящий вальс Победы», посвящение всем тем, кто принес мир. Как внучка без вести пропавшего солдата в Великой Отечественной и как представитель Абхазии я выражаю искреннюю благодарность посольству за эту честь, сказала Хибла Амичба.
Здравоохранение. Диспансеризация школьников началась в Гудаутском и Сухумском районах. 2 бригады российских медиков прибыли в Республику Абхазия и начали диспансеризацию в Гудаутском и Сухумском районах. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба посетил Гудаутскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении созданы все условия для осмотра детей. Совместно с Министерством просвещения составлен график диспансеризации, согласно которому в больницу будут привозить детей из всех школ района. Диспансеризация в Сухумском районе началась в Верхней Ишерской школе. В школу организованно будут привозить детей со всего района для диспансеризации. Сегодня в республику прибудут 4 передвижных медицинских комплекса. Таким образом, как и планировалось, все 4 группы российских медиков работают в районах страны. Движение транспорта на республиканской трассе не затруднено из-за снегопада, сообщил «Спутник» первый замначальника управления ГАИ Абхазии Аслан Базба. По его словам, техника расчищает дорожное полотно от снега на наиболее сложных участках. Производится подсыпка песка, чтобы избежать обледенения трассы. Никаких задержек и пробок нет, транспорт передвигается в обычном режиме. Есть необходимая техника, которая используется для расчистки дороги от снега, добавил Базба. И сейчас о погоде. В выходные дни 22 и 23 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами мокрый снег разной интенсивности. В горах и предгорных районах интенсивный снег. Местами налипание, гололед. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2. Днем от 0 до 4 градусов. Температура морской воды 8 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на База ТВ и удачных выходных.